Малгобеку 87. День города воинской славы жители отметили народными гуляниями. «180 аварий с начала года. Инспекторы призывают к бдительности. А какую роль играют лежачие полицейские? Какой фильм стал лучшим по итогам зрительских симпатий? В регионе прошел конкурсный показ кинолент в рамках фестиваля уличного кино. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. Древнейший в стране храм Тхабаерды власти региона планируют закрепить за Джейрахско-Асинским музеем-заповедником на праве безвозмездного пользования. Напомню, в сети интернет появилась информация о проведении торгов на право заключения договора аренды объекта культурного наследия храм Тхабаерды по инициативе территориального управления Росимущества в республике. Ранее в адрес управления направлялось обращение от правительства региона о недопустимости передачи частным организациям и физическим лицам памятников Горной Ингушетии, учитывая их особый статус и значимость для ингушского народа. Это твердая позиция руководства Ингушетии. Вопрос о необходимости полного кадастрового учета памятников архитектуры Росимуществом поднимали на совещании в региональном правительстве еще в марте. Информация о размещении в сети интернет заявки на право заключения договора аренды храма Тхабаерды доведена до правительства республики. Премьер-министром Владимиром Сластениным дано поручение о закреплении архитектурного объекта за Джейрахско-Асинским музеем-заповедником. Малгобеку 87. День города воинской славы жители отметили народными гуляниями. Основные торжества прошли в городском парке. Детей угощали мороженым, а взрослых – блюдами национальной кухни. Концерты и веселые конкурсы дополнила выставка уникальных изделий и поделок местных школьников. В веселую атмосферу праздника окунулся и наш корреспондент Муслим Ганиев. Городу воинской славы Малгобеку 87. Он отмечается первое воскресенье сентября. Основные праздничные мероприятия проходят здесь, на главной площади города. Бесплатное питание, праздничный концерт, а также выставка рукоделия. Все имеется. Нужно просто прийти. Так, расскажите, что у вас здесь? Мы представляем Центр творчества детей и юношества города Малгобек. У нас представлены различные работы детей. Здесь и бисероплетение, вязание крючком, вязание спицами, кружок кройки шитья представили свои работы, различные направления. А рядом еще одна выставка «Дары осени». Здесь представили различные поделки, сделанные собственными руками. Овощи, фрукты, соленья, варенье. Выставленные товары можно не только посмотреть и потрогать, но и попробовать на вкус. Все это – результат труда малгобекских школьников. Разные овощи, корзины, яблоки, то, что вы хотите, можно купить. Представляем компоты разные. Детям бесплатное мороженое и квас, а взрослым сытный обед из блюд национальной кухни. Организаторы праздника сделали все возможное, чтобы всем без исключения подарить праздник. Все, значит, наши подведомственные организации принимают активное участие в этом мероприятии. Вы видите, какие приготовлены своими и художники. У нас здесь поработали художественная школа и, значит, детского творчества. Ну, все организации, которые находятся у нас на территории, принимают активное самоучастие. Пока дети катаются на детском паровозе, взрослые показывают, как управляться с лошадью. Марш всадников проходит по центральной улице. Это активисты конной группы «Наследие». В числе любителей верховой езды не только жители республики. Поздравить малгобекчан и всех жителей Ингушетии приехали и всадники из Кабардино-Балкарии. Мы с удовольствием приняли приглашение. Вот приехали поддержать, порадоваться вместе с вами, поздравить ваш город с днем рождения. Я желаю вам процветать, оставаться такими же добродушными, открытыми, приезжать к нам почаще в гости. Ну и какой праздник без лезгинки? В пляс здесь пускаются все. Так совпало, что 6 сентября празднуют не только основание Малгобека. Также сегодня отмечают и День нефтяника. Как известно, Малгобек – это город нефтяников. Во времена Великой Отечественной войны малгобекская нефть считалась одной из лучших в Советском Союзе. Так что у малгобекчан сегодня двойной праздник.
Я хочу поздравить всех малгобекчан и жителей Малгобекского района, даже вот близлежащих сел, с Днем города, с праздником. Пожелать всем добра, счастья, малгобекчанам процветания, городу процветания, расцвета, чтобы все было у нас хорошо. Настроение у людей у всех, конечно же, хорошее. Лично сама с утра встала, пришла. Хочу просто, как житель этого города, отпраздновать этот день. Вот, поздравить всех с Днем города, с Днем нефтяника. Нравится наш город воинской славы. Если бы не наши прадеды и прабабушки, тогда бы мы не жили тут. А благодаря им мы тут живем и будем жить до конца. Поздравляю всех малгобекчан с праздником День города. Поздравляю всех жителей Ингушетии. Желаю всем городам Ингушетии и вообще всем городам процветания. Праздник продлится до самого вечера. Для жителей организуют концерт с участием звезд ингушской эстрады, выступления акробатов-канатоходцев. А кульминацией станет праздничный салют. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24. В республике запущена единая система мониторинга инцидента и аварий на объектах ЖКХ, созданная по инициативе Минстроя России. Система заработала во всех 85 регионах страны. Как отметили в региональном Минстрое, в тестовом режиме она функционировала в течение 2 месяцев, в июле и августе. За это время завершена организация информационного обмена с субъектами, отработан процесс работы в ЖКХ. Минстрой России уже полностью перешел на получение данных из единой системы мониторинга. Оператором системы выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ, который также будет оказывать методическую и технологическую поддержку пользователей. Благодаря этой системе будет отслеживаться и контролироваться устранение возникших проблем в режиме онлайн. Всемирный день чистоты или «Сделаем 2020» пройдет в Ингушетии 19 сентября. Массовый субботник объединит муниципалитеты, общественность, волонтеров, экоактивистов, студентов, предпринимателей в одну команду. Уборку территории проведут во всех уголках региона. Всемирный день чистоты «Сделаем» – это культурно-просветительский, гражданский, экологический проект. Задача участников массовой эко-акции – провести уборку территории, опубликовать фото или видеоматериал на своих страницах в социальных сетях с хэштегом «Сделаем 2020», «Сделаем Ингушетия». Присоединиться к глобальному флешмобу может каждый. 37 человек погибли и около 200 получили ранения. Более 180 аварий произошло на дорогах региона с начала года. Слишком высока цена несоблюдения правил. Инспекторы призывают к бдительности и осторожности. Превышение скорости, выезд на встречную полосу по-прежнему остаются частыми нарушениями. А какую роль в безопасности движения играют так называемые лежачие полицейские, выяснил Микаил Тангиев. Бордюр или лежачий полицейский, как ни назови, эта искусственная неровность уже давно является хорошей преградой для любителей быстрой езды, а также помогает снизить риск дорожно-транспортных происшествий. Элемент принудительного снижения скорости автомобиля порой не соответствует нужным стандартам и приносит ощутимый дискомфорт водителям. Но все же отсутствие искусственной неровности там, где она необходима, может привести к куда более тяжелым последствиям. Сломанный бампер, разбитая фара и осколки стекла до сих пор свидетельствуют о серьезной аварии, которая произошла на границе селений Барсуки и Плиева несколько дней назад. Очевидцы утверждают, что одна из машин буквально летела на большой скорости. Водитель просто не справился с управлением. Погибших нет, одного увезли в больницу. Местные жители полагают, ДТП удалось бы избежать, если бы на этом участке установили искусственные неровности. До реконструкции дороги они здесь были, но после ремонта почему-то заново не положили. Хотя этот участок известен своим опасным движением из-за крутого подъема. Пешеходный переход неподалеку, и без искусственных неровностей здесь точно не обойтись. В определенных местах лежачие полицейские вовсе неуместны. Очень часто жители сами устанавливают препятствия на дорогах, которые не соответствуют стандартам, и тем самым добавляют водителям головной боли в виде испорченного авто. Стоит ли говорить, что такие действия попадают под административную ответственность и грозят штрафом до 5000 рублей? Согласно требованиям ГОСТа, искусственная неровность не должна превышать высоты 7 сантиметров. При ограничении скорости до 40 километров искусственная неровность шириной должна быть до 58 сантиметров. От пешеходного перехода не менее 15 метров.
Участки, где бордюры просто необходимы, территории рядом с образовательными учреждениями. Согласно новым требованиям, территории рядом со школой должны быть оборудованы специальным светофором Т7, дорожной разметкой, искусственной неровностью, а также обозначающими знаками. К примеру, на подъезде к 6-й школе Насыркорта все еще не позаботились о мерах безопасности. В отношении должностного лица, отвечающего за этот участок, дорожный участок, выписан протокол административного нарушения по части 1 статьи 12.3.4 КоАП РФ и выписано предписание для об устранении нарушений до 10 сентября. С начала этого года в регионе произошло более 180 ДТП, в которых 37 человек погибли и около 200 получили ранения. В ГИБДД подчеркивают, при создании всех условий для безопасности водителей и пешеходов удастся в разы минимизировать эти цифры. Михаил Тангиев, Марбек Миржоев, Новости 24. Минпросвещение приглашает учителей к участию в открытом наборе во Всероссийский экспертный педагогический совет. Он поможет ведомству в выработке и принятии эффективных решений в области образования на федеральном уровне. Общественная площадка для формирования совета выступит социальная сеть «Одноклассники». Там пройдет голосование за кандидатов в экспертный совет с 21 сентября по 4 октября. К участию в наборе приглашаются все российские учителя, имеющие стаж работы в школе не менее 5 лет. Прием заявок с 5 по 17 сентября включительно. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно рассказать в заявке о педагогических достижениях, поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования, видением роли в Совете. Имена победителей всероссийского голосования будут объявлены 5 октября в День учителя. 7-й фестиваль уличного кино состоялся в регионе. Конкурсный показ кинолент проходил в летнем амфитеатре в Насыркорте. Жители посмотрели короткометражки молодых российских режиссеров. Всего было представлено 10 фильмов. Каждый из зрителей смог проголосовать за понравившуюся кинокартину. Фильмы также можно было посмотреть в онлайн-кинотеатре в приложении МТС ТВ. Слово Харуну Аздоеву. Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек проводится на улицах, стадионах и центральных площадях страны. В Ингушетии это амфитеатр под открытым небом. Никаких билетов и жюри, а победителя определяют сами зрители с помощью светофонариков своих мобильных телефонов. Конкурсную программу фестиваля открывают артисты Госфилармонии имени Ахмеда Хамхоева, которые радуют зрителей своими вокальными навыками. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, организаторы следят за соблюдением предписанных мер. И как раз те киноманы, кто по этой причине не смог посетить фестиваль лично, смогут посмотреть киноленты в онлайн-кинотеатре в приложении от компании МТС, которая выступает генеральным партнером фестиваля уличного кино. Подобное сотрудничество дает возможность всем желающим прикоснуться к миру отечественного кинематографа. Благодаря онлайн-кинотеатру МТС ТВ его могут посмотреть зрители без всякого ограничения, как в любое время, так и на территории всего мира. Из фестивальных фильмов доступны кинофильмы, которые были показаны из прошлых показов. По окончании текущего фестиваля будут доступны все фильмы, киноработы, которые текущего года, текущего показа. Если брать в общем, то в интернет-кинотеатре МТС ТВ доступны любые качественные фильмы, более десятки тысяч, как отечественного, так и зарубежного кинематографа. Скачать и пользоваться приложением сможет любой желающий. Мобильный оператор предоставляет высокую скорость и неограниченный объем интернета. Выбирает доступные им приложения на свой вкус, на свое усмотрение, на свои финансовые возможности и нажимает кнопку «Установить» и выбирает. После выбора происходит процесс выбора непосредственно того жанра или того набора, который может каждому нравиться. 10 фильмов, представленные на этом фестивале, это результат творческого труда молодых российских режиссеров. Работы 2019 года участвуют в уникальном конкурсе, а картина победителя определяется зрителями путем голосования. После просмотра всех фильмов на экране появляется кадр одной из показанных кинолент, и каждый зритель в течение 5 секунд включает фонарик мобильного телефона или, например, зажигалку. Организаторы замеряют уровень света и выявляют победителя. В этом году в списке участников нет ингушских фильмов, но организаторы уверены, что в последующих фестивалях работы наших режиссеров также примут участие.
показ он проходит в 500 городах Российской Федерации. Видимо, есть такая некая определенная программа, сезонная программа, где есть конкретная тематика. И мне сказали, что в дальнейшем позиционируется вести наши фильмы. Главная особенность подобных фестивалей уличного кино, что фильмы оценивают не профессиональные кинокритики, а простые зрители. И самые преданные поклонники этого искусства заполняют ряды амфитеатра, среди которых не только киноманы, но и артисты, работники культуры. Любовь Барахоева с неподдельным интересом следит за развитием сюжета каждого фильма. Ингушская оперная дива отмечает, что почувствовала свою причастность к отечественной киноиндустрии. В этих фильмах бывают разные мнения, мне хочется поспорить иногда. Как по-настоящему играют или не по-настоящему играют, вот это тоже. Но сюжет — это главное, конечно, фильма. Я собираюсь оставаться до конца, сегодня до конца фестиваля и проголосовать. Фестиваль уличного кино собрал в стенах амфитеатра самую разную публику, от взрослых до детей. Фильмы рассчитаны на широкую аудиторию. Многие пришли с семьями, и каждый из зрителей смог выбрать кинокартину по вкусу и проголосовать за понравившуюся. Как признался нам представитель генерального партнера кинофестиваля Хаматхан Албаков, он поклонник фильмов эпохи Советского Союза. Люблю часто смотреть «Кавказскую пленницу» Леонида Гайдая. Если брать более серьезные фильмы, то приходится иногда настраиваться на серьезный лад, решать серьезные вопросы, прорабатывать какие-то коммерческие вопросы, готовиться к серьезным вещам. Тогда уже я смотрю, есть у меня такой любимый фильм, и всем известный, это телесериал «17 мгновений весны». В силу своей занятости не всегда удается посмотреть интересные фильмы, но благодаря онлайн-кинотеатру МТС ТВ всегда стараюсь его смотреть в режиме онлайн. По окончанию всех кинопоказов этого года организаторы назовут имя молодого режиссера, чья работа собрала больше всего голосов, суммировав результат по всей стране. Харун Аздоев, Асхат Белакиев, Новости 24. Форум добровольцев «Добро» на Северном Кавказе в этом году из-за угрозы пандемии коронавируса пройдет онлайн в конце сентября. Регистрация участников уже идет. Ими могут стать совершеннолетние молодые люди в возрасте до 30 лет, жители регионов Северного Кавказа. Главная задача окружного форума – развитие добровольческого движения в стране путем внедрения лучших практик волонтерства, наработанных в том числе в СКФО. Участники мероприятия обсудят, в частности, меры поддержки волонтерского движения в России. Спортивный фестиваль собрал любителей активного отдыха. В селении Верхние Чулуки молодежь соревновалась в разных видах спорта. Шахматы, армрестлинг. Несколько команд приняли участие и в турнире по мини-футболу. Соревнования прошли в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Идрис Ижиев тоже присоединился. Армрестлинг, футбол, шахматы и перетягивание каната. Для Азамата Богатырева участие в соревнованиях очень важно. Он считает, что спорт – лучшее лекарство от безделья и сомнительных знакомств. В первом матче Азамат не вышел, однако у футболиста еще все впереди. Здоровое поколение – будущее нации. Эти ребята все свое свободное время предпочитают тратить в спортзалах и на площадках. Пока игроки выясняют, кто же лучше на поле, взрослые мерятся физической силой. Перетягивание каната – одна из самых командных дисциплин. После физической нагрузки можно попробовать свои навыки в интеллектуальной битве за шахматным столом. Такое большое разнообразие спортивных дисциплин в этот день неспроста. Организаторы хотят показать на примере, что в спорте может найти себя каждый. Мы выбрали виды спорта, мини-футбол, шахматы и армспорт, так как эти виды мы можем проводить на улице, на свежем воздухе. Вот. Такие мероприятия, конечно, важны для детей, то есть для молодежи, для подрастающего поколения, чтобы они больше занимались спортом. Для победителей соревнований грамоты и медали. Но этот турнир – тот случай, когда участие важнее победы. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.
В республике под кураторством ОНФ стартовал проект «Эко-забота» по сбору батареек в школах. К акции уже присоединились более 3000 школ в 15 регионах страны, в том числе и Ингушетии, которые оборудованы контейнерами для сбора батареек и методическими материалами. Помимо этого, проект интегрирует основное и дополнительное образование, внеклассную работу со школьниками в рамках развития экологического воспитания детей и молодежи. Образовательная часть предусматривает проведение интерактивных уроков, семинаров, экскурсий, конкурсов и квестов. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.